С 20 по 28 апреля по всей Республике Башкортостан стартует профилактическая акция «Безопасный город». Как не испортить себе отдых и почему готовиться к отпуску нужно уже сейчас? Поговорим об этом с начальником управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации в Республике Башкортостан, полковником полиции Вадимом Шакировым. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что это за профилактическое мероприятие? Да, вы правильно отметили, профилактическое мероприятие, проводится оно по масштабному принципу на всей территории Республики Башкортостан с 20 по 28 апреля. Цель мероприятия – провести профилактическую работу с населением по вопросам обеспечения безопасности их имущества с учетом государственных задач по обеспечению безопасности населения и, как вы уже правильно отметили, в преддверии летних отпусков. С учетом периода планирования данных мероприятий мы проведем встречи с рабочими коллективами, с собственниками домовладений, квартир, руководителями организаций и предприятий и разъясним вопросы и мероприятия, направленные и нацеленные на то, чтобы обезопасить себя в период своего отсутствия. Ну, самый, наверное, может быть, дилетантский вопрос, но по опыту предыдущих лет, вот есть какие-то топ самых больших ошибок, которые люди все-таки совершают? Да, конечно, есть. Тут, наверное, к этому вопросу можно подойти со стороны, когда имущество охраняется охранными структурами, либо не охраняется. Допустим, бывали случаи, когда собственник просто элементарно может забыть запереть дверь на замок, и кто-то этим может воспользоваться, и может быть совершено хищение имущества. Допустим, если человек охраняется охранным подразделением, в частности Росгвардии, может забыть поставить свое жилище под охрану. Да. Я еще читала в интернете, что, например, люди, направляясь куда-то отдыхать, выкладывают, что вот мы едем в отпуск, и это тоже сигнал для мошенников, и в том числе для тех, кто хочет воспользоваться этой ситуацией. Да, конечно, есть много пренебрежений со стороны собственников жилья, когда они выкладывают в социальных сетях информацию о дорогостоящих покупках, о своей благополучной жизни, о выезде за границу, либо периодах рабочего отъезда. Также бывает, что, как я уже сказал, оставляют двери незапертыми, и это все приводит к тому, что случаются такие факты. Ну, конечно же, тут стоит еще и отметить такой момент, что граждане беспечно относятся к своему имуществу тогда, когда есть и две двери, это и входная, и запасная, и домофонная, к примеру, к ним поступило несколько звонков от неизвестных лиц, а люди, скажем, на это отнеслись попустительски. Либо же, допустим, при таком моменте уезжает, условно скажем, в командировку или на отдых, эффект присутствия отсутствует. Это тогда, когда с соседями, допустим, такой удаленный контакт, нет возможности присмотреть за жильем, нет возможности вынуть почту из ящика. Это тоже один из поводов. Скапливается почта, конечно. Естественно. Да. Ну, то есть не нужно забывать о том, что есть соседи, на которых можно положиться, не нужно выкладывать, можно вернуться с отпуска и, например, сообщить о том, что как мы классно отдохнули. А есть какая-то сезонность, например, в кражах? Да, с одной стороны, можно так сказать, что сезонность совершения квартирных краж повышается в период летних отпусков, когда длительное время собственники отсутствуют дома. Но, с другой стороны, собственники могут отсутствовать в любое время года, и этим тоже могут воспользоваться злоумышленники. А еще помимо этого, какие профилактические мероприятия вы проводите? И как вообще можно к вам обратиться за тем, чтобы вы оказывали услуги? Поскольку вот это мероприятие, оно широкомасштабное, в рамках этих мероприятий мы будем проводить встречи, скажем, с собственником по адресам, по которым пойдем. Адреса мы берем, в рамках взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел. У нас есть межведомственный документ, который определяет наш внутренний порядок взаимодействия. Мы получаем информацию о местах совершения происшествий, и, соответственно, эту информацию доводим до коллег.
И что касается периодичности проведения таких мероприятий, решение принимает у нас наш руководитель территориального органа Росгвардии, полковник Голуб. Соответственно, значит, мы ежеквартально вот такие широкомасштабные мероприятия проводим. Ну и здесь стоит отметить такой момент, что данное мероприятие, оно в определенном смысле является межведомственным. Мы с коллегами, значит, в рамках планирования данных мероприятий, помимо обеспечения безопасности собственности, будем информировать граждан и вручать им информационные листовки по вопросам защиты от мошеннических действий. Данные памятки разработаны коллегами из МВД, то есть мы в эту ситуацию тоже будем МЧС вовлечены. Наверняка вы тоже во взаимодействии. Да, мы между всеми ведомствами с коллегами поддерживаем взаимодействие. Ну и так как мы все равно в преддверии не только отпусков, но и дачного сезона, вот скажите, насколько это тревожная тема, дачники? Да, этот вопрос он достаточно актуальный, потому что, во-первых, это всегда удаление от места нахождения со стороны постоянного проживания до места дачи. Но в этом случае тоже есть и выходы, и решения. Значит, мы со своей стороны, учитывая, что являемся государственной организацией, и которая выполняет в том числе и охранные функции. Если, значит, есть зона нашего покрытия по месту функционирования подразделения, мы можем подключить под пульт централизованной охраны имущество и обеспечить, соответственно, реагирование в случае изменения охранного состояния помещения, здания, помещения дома. Ну, так как мы говорим о мошенниках, кто-то ведь может представиться сотрудником Росгвардии. Вот как себя обезопасить в этом случае? Чем вы отличаетесь от других ведомств? Может быть, есть какие-то... Как это вот... Прошу вас предоставить документ. Как это сделать деликатно и верно? Ну, во-первых, наши коллеги являются аттестованными сотрудниками, то есть они всегда ходят в форме, они имеют право на ношение ведомственного форменного мундирования с ведомственными знаками различия. Каждый сотрудник имеет служебное удостоверение, которое он предъявляет при обращении или по требованию гражданина. Ну, соответственно, на общих профилактических мероприятиях, которые нам доводят всем постоянно по телевидению, средствах массовой информации, в соцсетях, ну, соответственно, мы не просим никакие коды. Это тоже важно. Да, да, конечно. Мы, если, значит, есть основания, мы приглашаем. Это в зависимости от наличия необходимости явки, значит, лица к нам в подразделение. Ну, либо же мы, соответственно, сами приходим, и мы, еще раз повторюсь, мы представляемся и подтверждаем свое присутствие документом. Ну, а это миф о том, что вы обязаны проверять документы у всех прохожих? Ну, что касается именно всех прохожих, так мы не делаем. Есть конкретные основания, по которым, значит, наши коллеги уполномочены осуществлять проверку документов. Вот какой регламент здесь? Все зависит от ситуации. Если лицо совершило какое-то правонарушение, имеется основание и повод для установления его личности, либо связано это с пресечением факта правонарушения, либо преступления. Ну и тоже интересный вопрос, как обратиться к вам за оказанием услуг, сколько они стоят, может быть, вот если это корректно озвучить в эфире, чтобы люди могли понять, как воспользоваться и обезопасить свое жилище. Ну, во-первых, значит, что касается возможности обезопасить свое жилище. Вот, как я уже сказал, есть две категории. Значит, одна категория, это которые граждане желают обеспечить безопасность своего жилища самостоятельно, а есть те, кто обращается к профильным охранным организациям, в том числе и к нашей. Для этих целей необходимо обратиться. У нас сейчас достаточно продолжительно работает сайт. На сайте имеется вкладка, значит, подать заявление на охрану. Ну и, соответственно, наш коллега в ближайшее время свяжется, договорится о проведении встречи, поскольку нужно провести необходимое техническое обследование, плановое обследование, дать рекомендации по поводу установления технических средств охраны, чтобы по минимальному принципу заблокировать все участки, через которые возможно проникновение в жилище. Ну и, соответственно, значит,
предоставить необходимые документы. Это заявление, сведения, значит, о личности, сведения на право собственности, либо там долевая собственность. Все зависит от вида помещения. Это, если это помещение физического лица или юридического лица, там есть перечень предоставления документов. Ну и в короткие сроки, значит, наши коллеги подключат под пульт централизованной охраны и, так скажем, данное жилище либо данный объект будет под надежным куполом безопасности. Ну и возвращаясь к профилактическому мероприятию «Безопасный город», мы же говорим о том, что здесь зона покрытия вся Республика Башкортостан, но вот в самом названии «Безопасный город» это в городах или в райцентрах тоже пройдет такое мероприятие? Это пройдет и в городах, и в райцентрах. К примеру, значит, Бакалы, допустим, взять Бакалинский район, в нем тоже, соответственно, пройдет мероприятие. Скажем, взять Стерлибашевский район, село Стерлибашево, там тоже пройдет это мероприятие. Мои коллеги проведут профилактическую работу. А можно сказать, что какие-то вот районы или республики, города в зоне риска всегда? Есть какая-то такая тревожная статистика или она распределяется равномерно? Ну, что касается статистики, учет и ведение статистических данных – это компетенция органов внутренних дел, это взаимодействующий с нами орган. Согласно данным информационного центра, в 2025 году было зарегистрировано 168 квартирных краж, если сравнить за аналогичный период, но за 2004 год, то есть в 2025 году на 154 факта зарегистрированных краж было меньше. Если посмотреть за период текущего года, за трехмесячный период, за 3 месяца зарегистрировано 25 краж. За аналогичный период прошлого года, то есть в 2025 году за 3 месяца было 52 факта. А в этом году, соответственно, на 27 фактов меньше. Это работа ведется, и она эффективна. Да, это общая система профилактики правоохранительных органов. И тут стоит отметить решение главы региона по развитию комплексной безопасности, в том числе с использованием средств объективного контроля. Ну и, конечно же, надо тут отметить правосознание граждан ввиду того, что есть ответственность. И немаловажный момент, он связан с тем, что значит, сами собственники жилья по принципу предупреждения подключают свои квартиры под охрану. И, как я уже говорю, это важный момент в профилактической работе. Ну и в завершение коротко, как любой житель республики сознательный может помочь вам в этой работе? Что касается, значит, фактов, где произошли происшествия, каждый гражданин может обратиться к нам на сайт, сообщить о происшествии, ну и, соответственно, значит, коллегам из органов внутренних дел сообщить это по телефонам горячей линии, и мы во взаимодействии примем меры для того, чтобы оказать помощь гражданам, которым это требуется, ну и, соответственно, быть социально полезными и социально значимыми, поскольку для нас не важна статистическая оценка, для нас важна оценка населения, да, и результат. Результат именно это оказание помощи. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Надеюсь, работы у вас будет меньше. Спасибо. Информирован, вооружен. Напоминаем, что с 20 по 28 апреля по всей Республике Башкортостан пройдет профилактическая акция «Безопасный город». Сотрудники Росгвардии проведут разъяснительные беседы о том, как обезопасить жилье в период отпусков. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и свое имущество. И до новых встреч в эфире.